В эфире новости, в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. В начале выпуска об основных темах. 175 километров автодороги должны были проложить в Якутии в этом году о готовности объектов. Высокотехнологичные операции, не покидая удаленные населенные пункты. Мобильные хирурги работают в Верхневилюйском улусе. В Москве стартовала 26-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Узнаем, чем наша республика удивляет столичных экспертов. Прокуратура Якутии открыла горячую линию по вопросам безнадзорных животных. Ведомство с помощью горячей линии сможет оперативно получать и рассматривать поступившие жалобы. Так, жители Якутии смогут обратиться в региональную прокуратуру по номеру горячей линии и сообщить о нарушениях закона в части ответственного обращения с безнадзорными животными. Необходимо позвонить по номеру 363 4508 или же 924 469 88 48. Жители Намского улуса становятся жертвами мошенников. По итогам 7 месяцев сумма похищенных средств составила более 3 миллионов рублей. По 28 преступлениям. Вместе с тем в 14 случаях потерпевшими являются представители женской половины населения. Остальные – мужская половина. На сегодня раскрываемость данного вида преступлений составляет 43%. В целях профилактики и предотвращения преступлений проводятся беседы и лекции. На основе анализа преступлений, совершенных за отчетный период, следует отметить, что наиболее подверженными дистанционным хищениям являются лица, относящиеся к возрастной группе от 16 до 74 лет. Общий ущерб по итогам 9 месяцев 2024 года от совершенных в отношении жителей Намского района дистанционных хищений составил более 3 миллионов рублей. Дмитрий Садовников провел традиционное совещание по реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги». На заседании обсудили вопросы по строительству и ремонту дорог Якутии. В этом году в плане стоял ремонт 175 километров автодорог, 31 из которых находятся в Якутске. Некоторые объекты по плану должны быть сданы до декабря текущего года. В свою очередь, погодные условия вносят коррективы по досрочной сдаче автодорог. Существует и ряд объектов, по которым есть отставание от графика. Так, подрядчикам дано задание для ускорения работ. Есть моменты, которых были проблемы, которых озвучивались, как нехватка инертных материалов в виде цемента, других сопутствующих материалов. Но сегодня мы, как в работе штаба, посмотрели, что эти проблемы уже сняты. Мы вот так оперативно действуем, чтобы, как говорится, здесь не задерживаться по тем или иным причинам, чтобы объекты сдать своевременно. В селе Орлах Мирнинского района пожилые семьи десятки лет жаловались на проблемы с отоплением. Проблему решили этим летом. На улице Пионерской полностью завершены строительно-монтажные работы. Подробнее далее. С началом зимнего периода на протяжении многих лет жители села Орлах жаловались на проблемы с отоплением. Этим летом в селе полностью заменили подводящие сети протяженностью 1200 метров. Вышли на торги, и в пределах где-то 9 миллионов 500 тысяч у нас наш индивидуальный предприниматель Игнатьев Александр выиграл именно вот эти торги. И в течение лета он им провел тепло. Теплотрасса на самом деле вроде бы и не сильно длинная. Тут получается подача тепла, обратка, плюс еще и холодная вода. Поэтому, как мы видим, пока жильцы довольны. И, конечно, мы рады, что вот все, что связано с этой заменой и ремонтом вот этой теплотрассы, для нас самое главное, конечно, это благосостояние наших жителей, особенно те, которых на данный момент нет возможности делать ремонты по теплосетям. Замена подводящих сетей в селе была произведена на улице Пионерской, где в основном проживают пожилые семьи. Наконец-то мы дождались замены теплотрассы. Раньше у нас дома зимой было всего 12 градусов тепла. Мы вынуждены были одеваться тепло. Теперь дома тепло, есть водоснабжение, что очень удобно для пожилых людей, как мы. Теперь нужно, чтобы в деревне появился почтальон.
Ремонт теплосети повысила надежность теплоснабжения домов по улице Пионерская. На данный момент на объекте полностью завершены строительно-монтажные работы. Сегодня жители получают воду уже по новой трубе. Но самое главное, эту зиму люди перезимуют в теплоте. Анна Васильева, Мирный. Жители аварийных домов второго Лигойского наследия получили долгожданные ключи от новых квартир. Пятиквартирный дом построен за полгода по программе переселения граждан из ветхого жилья. Материал дома состоит из МХМ-панелей. Все квартиры просторные и благоустроенные. Также на территории объекта поставили детскую площадку. Владельцы новых квартир довольны работой застройщика. Застройщиком выступил ООО «Технопрофи». В намеченные сроки все сдано. Сегодня всем жителям сданы ключи. Все квартиры теплые, благоустроенные. Бригада мобильных хирургов Республиканской больницы номер 2 начала свою работу в Верхневилюйском Улусе. Это предоставление плановой хирургической помощи жителям. Высокотехнологические операции, не покидая свои населенные пункты. Запланировано 116 операций, из них в первые 2 дня уже сделали 18. По просьбе ЦРБ идут дополнительные оперативные вмешательства, такие как удаление металлоконструкций, новообразований. Приехали такие специалисты, как лор, проктолог, хирург и эндоскопист. Проводят септопластику, лапароскопическую холецистектомию и другие высокотехнологические операции. Беда в том, что тут специалистов мало, работать некому. Народ нуждается в оперативных вмешательствах и других специалистах. По оборудованию, по расположению и по самому операционному блоку все на высоком уровне. В Национальной библиотеке Якутска открылся первый региональный центр консервации и реставрации. Он включает в себя современные мастерские, переплетный цех и лабораторию. Проект включает открытие 40 региональных центров до 2030 года в центральных библиотеках различных областей Республик России. На сегодня уже открыты 6 таких центров. Якутия стала 7-й. Отметим, общий библиотечный фонд всех республиканских ведомств превышает 10 миллионов единиц хранения. Удивительно, что в регионах была поддержка Министерства культуры, и духовного развития, потому что это очень важно, чтобы была современная техника и можно было делать уникальные работы. Люди, которые работают, это видно, что люди, которые любят библиотеку, любят то дело, которым они занимаются, вернуть в жизнь книги. Те, которые много лет, может быть, и не выдавались. Поэтому впечатление очень хорошее, и мы надеемся на развитие центра, на расширение и компетенций самих реставраторов. И, конечно, все более новой техники, которая в мире, естественно, она выпускается, новое делается, чтобы весь фонд в конечном итоге, он периодически проходил реставрацию, консервацию и не останавливался на месте. Юные борцы отряда спасателей средней школы из Верхневилюйского района заняли 3-е место на соревнованиях Дальнего Востока. Спасательные отряды школьников соревновались в городе Хабаровске по 3 группам. Дети отмечают, что все это было сложным, но именно хорошая подготовка и сплоченность помогли им преодолеть препятствия, показать ловкость, быстроту, навыки действий в чрезвычайных ситуациях. Отметим, что в школе отряд спасательных организован только в сентябре этого года, поэтому первый успех станет толчком к дальнейшему его развитию. В соревновании почти в Хабаровске было 8 этапов. Первым было тестирование, потом пожарная эстафета, а в 3-м первичные способы пожаротушения. Самое сложное было спасение на воде. Самые легкие тестирование и пожарная эстафета. В нашем отряде всего 15 детей. Мы занимались в пожарной части села Дюльково. В Москве стартовала 26-я российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2024». Это ключевое деловое событие отрасли в стране. Оно традиционно представляет главные достижения в области растениеводства и животноводства, технического и научного развития сельского хозяйства. Активное участие в выставке принимают делегаты из Якутии. Чем наша республика удивляет столичных экспертов, узнаем у Максима Кардозу.
Все, чем гордится Россия, представлено на выставке «Золотая осень». Это главная площадка в стране, где можно увидеть достижения, рекорды и перспективы развития сельского хозяйства. В павильонах соседствуют агродроны и прилавки с новыми сортами фруктов и овощей. Здесь же современные комбайны и экологически чистые продуктовые полуфабрикаты. Но главное – это возможность общаться и обмениваться опытом. Работа, которую мы ведем на пятилетку, племенная работа в регионе, она, считаю, что достаточно развивается. Очень много было вложено бюджетных источников. Огромное спасибо нашему Илдархану Айсату Сергеевичу, правительству за поддержку. План до 2030 года достичь уровня самообеспеченности, увеличения производства, местного производства до 1,5 раза. Амбициозные цели и задачи очень серьезные, поэтому я считаю, что данная работа, знакомство с нашими новыми партнерами, с регионами, поставщиками, это в любом случае даст очень серьезные плоды. Якутская делегация на выставке действительно внушительная. Это 130 человек. Бизнесмены, чиновники, ученые. В главном павильоне представлен стенд республики с продукцией наших производителей. На прилавках можно увидеть чай, мед, рыбу, колбасы, а также эксперименты агрошкол. Павел Марков – ученик 10 класса. Он привез свою разработку – пакетированный брусничный морс. Придумал я его, когда пил обычный морс и когда выходили в лес. Там мне очень сильно захотелось морса, а под рукой его не было. Его нужно очень долго варить, у нас нету там условий. И тут я задумался, например, над напитками юпи, зука, и придумал, что можно сделать так же только с морсом и другими остальными напитками. Настоящим притяжением для посетителей стал павильон с животными. Наша республика привезла на выставку якутских коров, оленей и лошадей. До столицы они добирались 2 недели. Существует 3 породы якутской лошади и еще 2 подтипа. Для меня, если честно, это стало настоящим открытием. Практически все они представлены здесь, на выставке «Золотая осень». Разновидности появляются в 17-18 веках. Например, приленская порода предназначалась для имщиков, для перевозки почты. И они такие быстрые и выносливые. Ну а мегежекская якутская лошадь – это наш такой северный тяжеловес. Да? Основная цель – это именно привлекать федеральное министерство именно по традиционной отрасли. Это то, что мы привезли, это оленеводство, табунное коневодство и скотоводство. Это наш традиционный уклад жизни. В Якутии, как мы знаем, проживает очень много национальностей, в том числе коренных малочисленных народов Севера. В рамках выставки предусмотрена большая деловая программа. Участники рынка обсудят такие темы, как развитие малого агробизнеса, перспективы органической продукции, аграрный экспорт регионов, будущее российского животноводства и ветеринарии. Форум продлится до 12 октября. Максим Кардозу, Андрей Черкашин, Москва. На этом наш выпуск подошел к концу. До встречи в эфире.